шумовое, так сказать, загрязнение в школе там не избежать, потому что, во всяком случае, на переменах дети должны пошуметь. Это их, так сказать, естественная реакция на время отдыха между уроками. Но одной из задач становится защита от шумового загрязнения, которое поступает с улиц. Потому что некоторые из школьных зданий, особенно вот в настоящее время, особенно вот в нашей столице, они находятся достаточно близко от улиц и подвержены достаточно высокому уровню шумового загрязнения. И просто, так сказать, закрыть глаза на этот факт и закрывать нельзя, потому что шумовое загрязнение, оно достаточно негативно воздействует на центральную нервную систему и, так сказать, вызывает излишнее напряжение центральной нервной системы детей, которые и без того, если они занимаются в школе, уже имеют определенный достаточно высокий уровень напряжения нервной системы. И здесь очень важно, чтобы территория школы была достаточно защищена от шумов, проникающих с улиц. Это вот особенно для школ, которые находятся вот как раз на таких трассах. И вот сейчас существуют стандарты, что школьная территория должна быть ограждена заборами. Но все заборы должны быть абсолютно голыми, чтобы можно было с любой точки зрения видеть этот школьный двор. Чтобы там, положим, не шкодили дети или еще что-то там такое не происходило, что было бы не под контролем. И поэтому вот это ограждение, оно прозрачно и для всех загрязнений, и для всех шумов. И вот мне представляется, что здесь надо все-таки выбирать между здоровьем и, так сказать, необходимостью контроля за поведением детей. Вот то, зачем собираются наблюдать через эти решетчатые ограждения, оно происходит случайно и вообще очень редко. А то, что происходит в результате того, что это прозрачная стоит стенка для вот этих всякого рода загрязнений и шумов, то это происходит постоянно. И здесь надо все-таки, может быть, выбрать какую-то линию, которая бы хотя бы отчасти снимала или же разрешала как-то частично эту проблему. Ну, например, нужно, положим, на этих решетках делать вьющиеся растения хотя бы. Ну, а если уж так хочется, чтобы кто-то мог еще созерцать все это дело, делать там небольшие, так сказать, отдушины, окошечки, через которые все-таки можно было бы видеть. Но абсолютно такую голую стенку это нельзя делать. И должны быть ограждения добавлены обязательно в ограждениями из кустарников. Потому что кустарники – это очень хорошие шумопоглотители и пылеуловители. Поэтому это тоже должно быть введено в стандарт ограждения школ. И если тоже кустарники где-то кому-то что-то заслоняют, то там можно часть их убрать, делать как окошечки. Но ни в коем случае не полностью удалять эти кустарники.
Кроме того, необходимо, чтобы в школьных помещениях по возможности, были тоже размещены различные растения. Это тоже в известной мере шумопоглотители, и одновременно они улучшают, так сказать, воздушную среду. Но об этом мы будем говорить попозже. Существует достаточно много различных способов. Кроме того, один из способов – это соответствующее покрытие и, так сказать, для пола, и для стен.